Так, добрый день, друзья. Хочу показать вам свои комнаты. Не снимала никогда, не показывала для вас свой дом. Так, это у меня большая комната, 6 на 6. Ну, она у нас, в принципе, стоит всегда свободная. Даже, видите, у нас полы не покрашены. Правда, их надо немного еще отшлифовать, но мы их пока не отшлифовывали. Эта комната у нас для зикр. Короче, у нас в Ингушетии делают зикр, и когда, ну, и по воскресеньям, по средам, ну, и когда умирают кто-то, не дай Аллах. Ну, в принципе, просто я по первому времени ни обои сюда не клеила, ничего не делала, была просто так побелена комната. Но все-таки дочки до того, как вышли замуж, захотели сделать из этой комнаты большой зал и попросили меня: мам, давай все-таки обои приклеим. И ну, на полах ничего не будем делать, просто закроем ковролином. И эта комната очень большая, и нам будет там удобно встречать именно на Уразу Байрам, на Мархаж гостей. Ну и вот так вот как-то мы эту комнату обустроили. Вот из химчистки привезли мне ковры. Вот этот вот бежевый ковролин. Вот этот вот 2 куска его вот. Просто один раскрыли, один еще запакованный лежит, как привезли из химчистки. Почистили чисто эти 2 ковролина. Этот ковер, еще вон тот ковер. Хорошо почистили, привезли, сами приехали, увезли и сами привезли обратно. Вот теперь дочка приехала, помыла окна, помыла здесь пол. Просто он такой, как будто бы грязный. Это просто доски такие, одни темнее, одни светлее, пол чистый. Просто его нужно отшлифовать. Мы еще не успели его отшлифовать как-то. Как обычно, то, что отложено на потом, бывает в нашей семье далеко на потом, если честно. Никак не могу своих сыновей приучить сделать все, что надо, вовремя. Ну, вот такая вот комната, друзья. Люстра тут висит. Шторы, младшая дочка 2 недели тому назад приезжала, постирала, повесила мои шторы. А сегодня старшая помыла и окна, и полы, и моет, убирает в других комнатах, делает генеральную уборку. Друзья, я все-таки человек уже взрослый. Я сама не убираю, ну, не генералю, просто убираю. Но генеральную уборку делают мне девочки. Приезжают, делают уборку. Ну, сейчас тут она говорит: ма, не снимай, пока я не приберусь везде. Я говорю: нет, я сначала сниму как есть, а потом уже после того, как ты приберешь. В общем, вот у меня этих 2 куска ковролина надо положить сюда. Ну, мы специально не взяли, не покрыли его полностью, потому что когда здесь бывает зикр, нам нужно их убирать. И, если честно, вот тоже, как купила, так руки и деньги не доходят до того, чтобы вот прошить по бокам. Нужно прошить, мне где-то 3600, по-моему, обходится прошить эти бока. И, если честно, мне не очень-то нравится этот ковролин. Цвет нормальный, но он, не знаю, он такой, что вот только наступишь, даже вот просто сухой, чистой ногой наступишь, все равно остается пятно и надолго как-то не проходит. И вроде бы и не ворсистый ковролин, я не знаю, но неудачный попался он у меня, но пока его менять у меня не получится. Пока ничего менять, ничего делать, ничего преображать у нас не получается с нашими долгами, друзья. Не знаю, когда мы расплатимся, может, что-нибудь у нас и выйдет. Вот. Покажу потом, когда поразложит дочка ковролин. Блин, какая большая муха залетела. Ну, вот так. Так, теперь вторая комната. Так, тут тоже она все понабросала, понараскидала, еще не все сделала. Просто помыла полы и отодвинула туда стол. Просто я показываю вам комнаты. Ну, это тоже также комната отдыха, что ли. Так, у нас тут телевизор стоял. Вот здесь стол, там стоял телевизор. Вот диван, кресло. Пока просто перестановки такие она отодвигала, раздвигала. И телевизор у нас на кухне сломался. Мы отнесли телевизор на кухню. Но он для кухни не годится, потому что он большой и неудобно там смотреть. Просто мы обычно на кухне собираемся все на кухне. И там
практически, ну, раньше смотрели телевизор, если честно. И я очень любила смотреть телевизор, но сейчас его не любим смотреть, ни я, ни они. Как только появились эти ютубы, инстаграмы, никто телевизор не смотрит, по идее. Так вот, вот такая комната. Это тоже у меня комната чуть поменьше. Это комната 5×6. Обои тут приклеены давно, по-моему, лет 7 уже в этой комнате обои. А в той большой комнате 4 года только, как я, по-моему, даже 4 лет. Дочка, когда выходила замуж, 3 года тому назад приклеены эти обои. Так, дальше комнаты показывать, мне показывать, что пока нельзя. Она тут раскидала всего, но я так мельком покажу, что там происходит. В коридоре понакидано все. Она убирает у пацанов в комнате, ругается. Ну, старшая дочка, если честно, в уборке мне очень сильно помогает. Девочка так чистоплотная. И всегда, вот я не люблю мыть окна, жутко не люблю мыть окна и не люблю гладить. Вот они мне 2 недели 1 раз приезжают, то одна, то другая. В большинстве случаев созваниваются, приезжают обе и помогают мне по дому. Вот. Стены моют, обои этой швабры, удобная швабра. Мне ее дочка купила, младшая тоже. Мама говорит, постоянно моешь, убираешь, шваброй тебе будет удобнее. Хотя я по жизни никогда не любила мыть шваброй полы. Но ничего, так я не скажу, что... Ну, удобно, но я не скажу, что на такие деньги. Эта швабра, по-моему, около 5000 стоит. Но не стоит, если честно, на таких денег. Хотя и удобная. Вот так пока 2 комнаты показала вам. Там еще моя спальня. Спальня моих пацанов, коридорчики, ванна. Ванна у меня не обустроена. Просто ванна стоит, унитаз стоит, стиральная машина. Но плиткой мы еще не сделали, ни плитку не прибили, ни потолок не сделали. И кухня тоже у меня только построенная комната. Я вам чуть попозже покажу. Все это шло в процессе, потихонечку мы делали, но, как я вам уже говорила, это наша долговая яма. Нас связала и по рукам, и по ногам. Покупать, делать какие-то крупные покупки и такие ремонты, что-то у нас не получается. Сначала нужно расплатиться с деньгами, чужими деньгами. Так, вот этот цветок мне обязательно надо срочно пересадить. По-моему, он называется земелькус. Его надо пересадить в горшок. Я купила, землю купила. Вот никак руки не доходят его пересадить. Так, и сюда, на этот ламинат, мне надо будет уже, лежит постиранный ковер. Ну, не постиранный, а после химчистки положить ковер. Друзья, столько делов у меня в доме, если честно. Но пока я очень сильно ограничена во всех этих вещах. Хотелось бы, конечно, много что переделать. Пока делали все уже и состарилось. Но не знаю, как получится. Пока нет, пока вот не выйдем из этой долговой ямы, пока ничего не получается. Нужно менять ручку. Вот. Вообще, надо, по идее, хочу поменять эту дверь попозже. Ручку сломали, ванную дверь. Она стеклянная, неудобно. Ну, правда, когда ванной шторку задвигаешь, когда моешься, не видно ничего, но все равно как-то. Надо будет менять. Хочу пластиковую темную дверь сюда поставить, но это долгосрочный проект, это не пока, не сейчас. Так, вот как-то так, друзья. Так, лицо не буду показывать. Это наша Золушка драит окно. Не хочет, чтобы ее показывали. Тут было 2 окна у меня. Здесь было окно. Как раз, вот видите, над батареей. Но когда пристроили мне кухню, окно пришлось убрать. И мы сделали дверь стеклянную вместо окна, чтобы светлее было в комнате. Но очень маркая дверь, постоянно приходится ее мыть, убирать. У меня сыновья, как маленькие ребятишки, всегда и открывают дверь, и закрывают дверь.
трогает только стекло, как будто бы нет ручки в этой комнате. Ой, да, ну, как будто ручки нет в этой двери. Вот так вот, как-то так, друзья. В действительности работы очень много. У меня тут еще и пристройка, которую надо убирать. Так, друзья, вот 4-я комната. Это моя комната, моя спальня. Ну, комната небольшая, 3 на 4, и мебели тут, конечно же, будет минимальная, хотя в спальне больше ничего не надо. У меня тут кровать, вот одно окно. Светло, и, по-моему, поэтому резкости такой нету. И вот эти чемоданчики у меня в моей комнате стоят. Это дочка выходила замуж, младшая, это из ее приданого. Там еще 2 больших чемодана, но она их оставила себе для каких-то нужд. А эти 3 сюда принесла, говорит, мама, мне не мешают в квартире. И тут вот приспособились у меня в комнате, там кое-какие мелочи у меня лежат. Так, друзья, мне очень нравятся мои обои. Я их выбирала долго, практически целый день ходила, выбирала в нашем строймаркете. Просто эти обои мне понравились сразу, но они были такие дорогие, что покупать не получалось. Как-то и жаба давила, не хотелось, и нравились. И никак не могла их подобрать. Но все-таки решилась и купила. Это обои от Валентина Юдашкина. Вот. Они стоили 5500. Ну, там небольшую скидку мне потом сделали. Мне они очень понравились. У меня и раньше были такого цвета в комнате обои. Вот, и шторы тоже. Ну, типа я их типа уже под шторы подбирала, чтобы у меня пока не было возможности купить шторы. И вот так вот. Так, видите, не прикрепили. Там еще вот такая штучка должна быть. Ага, вот на окнах сделали. На двери нет. На гордине. Дочка их постирала, повесила. Сегодня в моей комнате она стирала шторы. Там были постираны везде, а здесь младшая не успела. И сегодня постирала их. Вот так вот, как-то так. Это шторка. Ну, вот такая штора. И шифонер у меня тут. Все. А ковер мы вот принесли с химчистки, мы еще не положили. Дочка только что полы помыла. И вот пока не успеет, она положит, не успеет, сама уже положу ковер. Она должна вечером уже выходить домой. А уже, по-моему, 5-й час. Уже был азан, сейчас надо молиться. Вот она сейчас в коридоре помоет пол. И все. Вот мое, как говорится, мое убежище, мой дом, моя крепость. Дом, который мы построили с таким трудом. С таким трудом начали обустраивать, друзья. Но, наверное, если бы было как-то по-другому, не было бы таких много нюансов у нас не происходило, может быть, у нас было бы кое-что и побольше, но это не в наших силах, все по воле Аллаха. Я благодарна Аллаху, если честно, что у меня есть, что у меня есть то, что есть, что у меня есть дом, что у меня есть что в доме, есть что поесть, что, в принципе, мои родные, близкие, здоровы. Просто со времени того, как мы начали строить дом, у меня было очень много, как бы вам сказать, ну, происходило очень много вещей, которые все-таки задерживали строительство дома и обустройство дома, просто и болезни, и торговля, и расширение бизнеса. Было много чего, поэтому как-то так, ну, как-то так. У меня, как обычно, так получилось, друзья. Потом я вам расскажу, что и как, чем я занималась, куда уходили мои деньги, которые мы зарабатывали. Ну вот, как-то так. А пока вот я вам показала 4 наших комнаты, коридорчик. Покажу кухню, пристроенную к этому дому. Но пока у меня нет никакой возможности ее обустроить, но очень хотелось бы. Это, если честно, моя мечта. Большая, свободная, светлая, с большими окнами кухня. Но, не знаю, может быть, не судьба. Получится, обустрою, не получится, уже молодежь обустроит.
Теперь уже все для них. Так, ну ладно. Я, как моя дочка говорит, мам, ты из любой ситуации находишь выход. Ну вот как-то так, по ходу будем находить выход из всех ситуаций.